1933 год. Административный центр Ингушетии Владикавказ передан Северной Осетии. 1944 год. Депортация ингушей и чеченцев. Совершенно секретно Народному комиссару государственной безопасности товарищу Лаврентию Берии докладываю, что к погрузке переселяемых чеченцев и ингушей было приступлено 29 февраля 1944 года. Всего было принято для конвоирования и отправлено 180 эшелонов по 65 вагонов в каждом. Срок пребывания эшелонов в пути составляет от 9 до 23 суток. Начальник конвойных войск НКВД СССР генерал-майор Бочков. После смерти Сталина в апреле 1957 года чеченцы и ингуши начали массовое возвращение из Казахстана на родину, в Чечню и Ингушетию. В 1991 году был принят закон о репрессированных народах, выполнить который оказалось практически невозможным из-за введенного руководством Северной Осетии ограничения прописки граждан ингушской национальности в пригородном районе города Владикавказа. Основанием такого ограничения явился тот факт, что этот район с 1944 года был заселен осетинами. В 1991 году пересмотр границ представлялся гибельным для Северного Кавказа. Достаточно было одного вооруженного конфликта, и принцип домино сработал бы моментально. К тому времени территориальные претензии уже стали причиной вооруженного столкновения между Грузией и Южной Осетией. В 90-м году во Владикавказе появляются листовки с призывами к войне следующего содержания. Осетия без ингушей. У ингушей достаточно золота для подкупа Москвы. Если этот процесс не пресечь, то через 75-100 лет Осетия превратится в Ингушетию. 13 августа 1990 года глава Северной Осетии Асхарбек Галазов в телевизионном интервью на вопрос «Как вы воспринимаете факт выхода из КПСС Бориса Ельцина?» отвечает: «Партия очищается». Августовские события 1991 года в Москве заставили осетинское руководство изменить свою позицию. Спустя несколько дней после путча в газетах появляются официальные заявления правительства Северной Осетии, гневно осуждающие действия путчистов в Москве. В 1991 году избранный народом президент России Борис Ельцин приезжал в Ингушетию. Выступая в Назране, он говорил: «Слава Богу, на этой земле нет войны. Я не дам в обиду братьев чеченцев и ингушей». Но прошел год, и началась бойня. Ингушский народ своей историей доказал, что он не агрессивен, что он добр, что он трудолюбив, что он не завоеватель. Нет, он требует справедливости. И пусть никто из вас не сомневается в слове первого президента России Бориса Ельцина. 1992 год. Северная Осетия формирует вооруженные отряды, состоящие из дивизии Дон, курсантов военных училищ, осетинского ОМОНа, гвардейцев, 2 десантных полков, а также из Южной Осетии в Владикавказ прибывают 500 добровольцев. Они хорошо вооружены и, что самое главное, имеют опыт ведения боевых действий. Свою подготовку цхинвальцы показали в первых же сражениях с ингушскими воинами. Общая численность осетинских ополченцев достигла 30 тысяч бойцов кадровой армии, оснащенной самым современным вооружением. 14 декабря 1992 года тогдашний замминистра внутренних дел России Анатолий Куликов заявляет: если в Осетии оружие у гвардии и народного ополчения узаконено, то на другой стороне картина иная. Российский вице-премьер Хижа после телефонного разговора с Павлом Грачевым и Егором Гайдаром отдает распоряжение раздать осетинским ополченцам 642 единицы стрелкового оружия, автоматы, пулеметы, гранатометы и боеприпасы к ним. Кроме того, осетинам в срочном порядке передаются 18 боевых машин пехоты. Экипажи машин укомплектованы российскими военными. Таким образом, жители ингушских сел увидят, что их дома взрывают русские танки, и танкисты тоже русские ребята. Точка зрения многих даже офицеров, дислоцирующих здесь. Значит, я за всех, конечно, не могу сказать, но ребята, которые чисто я знаю, они, значит, говорят, что спровоцировали ингушей начать вот эти, раздел пригородного района, то есть, чтобы они конкретно спровоцировали их, чтобы они начали боевые действия. Дачный упор был расстрелян танками, а, значит, артиллерия применяла, значит,
снаряды, которые запрещены конвенцией, они, как называется, ну как вот американцы было применено в Вьетнаме, в шариковой бомбы. Первый период ингушского восстания с 24 по 30 октября 1992 года и взятие власти ингушами в селах с их компактным проживанием в пригородном районе Владикавказа обошелся без массовых убийств, поджогов и грабежей осетинского населения этих сел. 31 октября 1992 года, после того, как стало известно о захватах и расстрелах заложников ингушей и о начале концентрации российских войск в аэропорту Беслан, имеющего статус международного, началось взятие заложников осетин. Это означало, что конфликт перестает носить локальный характер, и его последствия предсказать невозможно. В Москве это понимали, но делали вид, что ситуация под контролем. И действительно, контроль был. 31 октября 1992 года на Совете Безопасности секретарь Юрий Скоков принимает решение обязать Министерство печати и информации Российской Федерации, возглавляемое Михаилом Полтораниным, Всероссийскую государственную телерадиокомпанию, председатель Олег Попцов, и Первый канал Останкино, Егор Яковлев, принять меры по недопущению в средствах массовой информации, в телерадиовещании любых сообщений, провоцирующих эскалацию вооруженного конфликта. По сути дела, это означало введение жесткой цензуры по всей территории Российской Федерации, что соответствует объявлению режима чрезвычайного положения. Все подчинились, кроме Егора Яковлева. Он был снят со своей должности. Органы правопорядка и история рассудят, кто были те безответственные и бесчестные политики, и здесь, в Ингушетии, и там, в Осетии, которые толкнули два народа к страшной, кровавой трагедии и для того народа, и для другого народа. Естественно, было бы хорошо, если бы мы знали о том, что разгорится этот конфликт не когда он разгорелся, а, по крайней мере, на 5 дней раньше. А зачем же та власть нужна, если она ничего не знает никогда? Егор Тимурович! Вы знаете, вот самое легкое, это сейчас, используя вот эту вот тяжелейшую ситуацию кровь, еще раз постараться раскачать ситуацию и толкнуть людей еще раз друг против друга. Но это самая безответственная позиция из всех, какие есть. 2 ноября 1992 года части российской армии совместно с незаконными вооруженными формированиями осетин начали военную операцию по уничтожению ингушских сел в пригородном районе и депортации жителей. По завершении операции войска двинулись в Чечню, но были остановлены жителями чеченских сел, ставшими на их пути. Джохар Дудаев официально заявил о нейтралитете. Его войска заняли оборону на территории Чечни. Итак, первый этап завершился. Как это ни странно, но каждая из сторон извлекла из него определенную выгоду. Обиженными остались только ингуши. Менее года потребовалось руководству Северной Осетии во главе с Галазовым, чтобы из рядов непримиримых противников президента Ельцина стать его союзником. Эта странная, на первый взгляд, метаморфоза объяснялась тем, что именно на Северную Осетию с ее развитым промышленным потенциалом руководство России сделало ставку. Осетия нужна России с ее урановыми, серебряными рудниками, свинцовыми и вольфрамовыми месторождениями. России также нужна чеченская нефть. В свою очередь, Осетии также был выгоден альянс с Россией тем, что механизм войны позволял бывшим коммунистическим структурам удержаться у власти. Он позволял расправляться с недовольными национальной политикой руководства республики и сохранял целостность территории. Противостояние было выгодно и российскому руководству, сделавшему из вчерашних оппонентов союзников, подкрепив этот союз штыками армии, в надежде одержать военную победу над Чечней. И, наконец, это оказалось выгодно Джохару Дудаеву, сумевшему на волне национализма укрепить свои пошатнувшиеся позиции.